В Уфе отметили Всемирный день театра для детей. Мастера сцены приготовили спектакли для юных зрителей и их родителей. Причем для некоторых детей вход в зал был бесплатным. В Башкирском театре кукол маленьким зрителям представили премьеру постановки. Подробности у Эмиля Басареева. Походы в цирк и игры с друзьями. Беззаботное детство, которое внезапно заканчивается. Великая Отечественная война отнимает у малышей то самое детство, а у многих дом и родителей. Мальчишки и девчонки слышат, как стреляют на улице, и тихонько просят золотую рыбку, чтобы война поскорее закончилась. Монолог каждого героя основан на реальных воспоминаниях маленьких свидетелей той войны. Мы надеемся, что каждый найдет свое понимание этого материала. Тема войны всегда это очень сложная тема, и это очень важно нашему современному зрителю рассказать честно о тех событиях, которые были давным-давно, и зачастую сейчас все это искажается. В спектакле «Живи» использовались и спецэффекты. Вдоль края сцены была установлена проекционная сетка. На нее транслировался видеоряд военной хроники, тем самым еще больше погружая зрителя в сюжет пьесы. Маленькие же зрители проникались настолько, что даже начинали читать стихи о войне. Дивились наши деды, прятут, не скрывая слез своих. Ведь они сражались до победы, жизни наши с вами сохранив. Очень интересно снято, очень хорошо. Даже ребенку понравилось. Эмоции вообще зашкаливали у него. Очень понравилось. В фойе театра кукол развернулась экспозиция найденных поисковиками предметов. Каски, посуда солдат, оружие и фрагменты амуниции. Настоящее эхо войны. Среди артефактов есть также предметы, найденные в местах боев, легендарный 112-й башкав дивизии. Здесь есть стремя, подкова, штык и даже практически полностью сохранившийся клинок кавалерийской шашки. А в Национальном молодежном театре детей с родителями пригласили на спектакль «Удивительные приключения кролика Эдварда». В центре сюжета фарфоровая игрушка, кролик, который влюблен в свою хозяйку. Но однажды упал с корабля в море, и теперь ему предстоят непростые испытания, чтобы обрести свой дом. Мне очень понравилось. То есть там был очень классный сюжет. То есть сначала кролик любил только себя, а потом начал замечать других и любить их тоже. Оба спектакля стали частью акции «Добрый театр». Посмотреть бесплатно представление пригласили ребят из многодетных семей, а также тех, кто получает помощь в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. Общее количество детей и в молодежном театре, и в театре кукол более 110 детей. Акция является у нас традиционной. Сегодня у нас День театра. Скоро мы будем праздновать юбилей полета в космос первого человека. Многие дети впервые открыли для себя мир театра, а некоторые из них уже задумываются о том, чтобы попробовать свои силы на сцене. Эмиль Басареев, Азамат Мухаммедшин, Булат Садриев. Новости Уфа.